Сегодня в Саранске свою проектную работу представили руководители крупнейших музеев Приволжского округа. Такая встреча возможна только раз в году в рамках общего собрания Совета музеев столицы Мордовии. Она проходит не случайно. В этом году столетие отмечает Республиканский краеведческий музей. Елена Кандрина далее. В просторных залах десятки экспозиций. Главный подарок к столетию краеведческого музея – новое здание, где уже отметили новоселье. Теперь здесь принимают и гостей со всего Приволжского округа. Коллеги из Ульяновска говорят, что Мордовии повезло с такой выставочной площадкой. Сегодня в фондах очень большое количество единиц хранения, и мы, к сожалению, не можем из-за того, что нам не хватает площадей, представить все то, что сегодня есть в музейных фондах, зрителю. И это, на мой взгляд, плохо, потому что, как я уже сказала, музей – это национальное достояние. Решать общие проблемы и участвовать в совместных проектах. С этой целью и был образован Совет музеев Приволжья. За 3 года форум в Саранске, пожалуй, самый многочисленный. Он объединил руководителей и экспертов из 15 регионов, которые готовы поделиться лучшими практиками в музейном деле. Нам очень приятно быть принимающей стороной, потому что я думаю, что, я не знаю, лет 20 у нас не было таких больших музейных сообществ, когда приезжали к нам наши коллеги из других регионов. И теперь, конечно, да, это более 120 участников. На ежегодном форуме подводят итоги профессионального конкурса и презентуют передвижные выставки. Одна из них приехала из Донецка в рамках программы интеграции России-Донбасс. Получая высшее образование в известных вузах России и Украины, художники приезжали и свою жизнь посвящали нашему краю. Безусловно, здесь это и цветовая гамма, которая сразу отличает художников Донбасса. Развивать музейное дело договорились в рамках соглашения о сотрудничестве. Известно, что в следующем году Совет музеев соберется в Нижнем Новгороде. Елена Кандрина, Андрей Купряшкин. Вести, Мордовия.